Здравствуйте, с вами я, журналист Олег Желнин, СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия». Мы продолжаем разговор о сквере поколений на Хатунуряхе. Сегодня приезжали на это место памятное целая семья Новгородов. И представляет Дмитрий Тролоков. Вы являетесь потомком семьи Новгородовых, я правильно понимаю? Да. И вот сзади нас, видите? Да, это мой дед и бабка родная. Вот сегодня некоторые места могил, где захоронены Новгородовы. К сожалению, вандализм здесь был достаточно серьезный, согласитесь, да? Да. Снесенные кресты и так далее и тому подобное. Да. И хотелось бы немного рассказать, вот вы здесь, вы сказали, с детства вам запрещали появляться. Да. И вот вы здесь появились, и вот что вы увидели, что для вас впечатление? Ну, как будто груз с меня, как будто рюкзак сняли какой-то такое облегчение какое-то так. Вот. Что вот это вот, дело. Ну, мы каждый год, конечно, ходим, это каждую весну. Ну, то, что вот вандализм, да, вот это вот, как вот. Города примерно. Да. Вот, так понимаю, вы Когдина, с детства вы здесь ходили. Да. Вообще, как вы считаете, вот нужно здесь сквер делать или не нужно? Или все это как хотели раньше? Ну, чтоб пока мы живы, чтобы это было. Потому что у нас не будет, но там уже. А вообще Новгородов сейчас много, вот именно тех, Да. которые здесь похоронены, Да. их родственников много вас? Много. В городе, да, есть много. Я вот хотел обратиться к директору музея города Иркутска. Много интересного сегодня Новгорода рассказали. Вы ведь были не только, но это родственники Новгорода. Здесь были, я так понимаю, и Да. Сергеевы, и Это разное, но на самом деле мы говорили о том, что большинство старожильческих семей, они в той или иной степени состоят друг с другом в родстве, вот за столетия они породнились. Да. Вот. И, конечно, это очень интересно, вот такое распределение как бы семейное, родовое, оно вообще очень характерно для вот таких вот сельских кладбищ, когда представители семей, они в пределах кладбища имеют как бы такие вот локальные зоны. Вот тут Сергеевы, вот тут Новгородовы, вот там Киреньевы. То есть они как все вместе живут, они вместе родственники, но тем не менее вот какие-то локальные такие зоны. Мы уже можем с уверенностью сказать, что эта традиция характерная для населения Сибири, для русского населения Сибири, она присутствует и у нас здесь в Якутии тоже. Но здесь мы еще узнали, что вот нагробный камень, вот здесь недалеко от нас, оказалось, да, Дмитрий, что здесь было много, да, могил? Да. И вы сказали, здесь еще 2 плиты было. Да, а что-то нету вот это. Были еще 2 плиты. Но одно было не так уж хорошее, конечно, там тоже бывает. А то было хорошее, вот ее нету, а вот это вот Там осталось. какой-то графский пол, Да. графский Ну, он такой, поляк, да? Да. Польского что-то было такое, вот я помню это. Ну, нам дед не разрешал сюда ходить. Я это, как говорит, вам только говорю, это со школы иду, вот, чтобы не видели, я просто так узнал, что я тут. Где был, почему со школы так поздно было, я говорю, как вот это, нельзя ходить, это у меня уши, да, Здесь еще одна интересная история Новгородовых, и она, конечно, нас много удивила, даже поразила. Это вот сзади, как сказали, дед, а вот оказалось Шепелева. Вот расскажите эту историю, просто получается здесь еще Шепелевы лежат, это уже отдельная история, которую мы рассказали. Ну, дед это еще это самое, он ее, короче, увез табаки, ну как это говорят, он украл их, короче, он привез сюда вот, сюда на дачу, это было, ну как, перед Новым годом крещение, крещенские морозы, или нет, после вроде, крещенские морозы, вот, я слышал так вот, он рассказывает это, ну я потом, когда строил это, в новой табаке котельную,
А я там крановщиком был. И там тоже пришли ко мне это, ну, Табагинский там что-то. И так разговаривали, что, говорит, а я-то не знал, а он говорит, украл, говорит, дед бабку-то. От этого. Вот их там семейство большое было, Шепелевых там. Вот. Их 2 сестры и 4 брата были. Ну вот. Тут. Но когда они приехали, это на развалине, такая вся вот эта вот братья за это, а он открывает дверь юрты и говорит, ну заходите, самовар готов, говорит, ну вот так вот привез ее оттуда, с Табаги. Здесь, по данным Дмитрия, здесь еще лежат Шепелевы, но мы еще должны установить, кто Да. где. И оказалось, что очень много безымянных могил, и по воспоминаниям даже Дмитрия, есть герои войны. Ну, то есть люди после войны, естественно, умирали, здесь хоронили. Кстати говоря, большая просьба к Округиным. Дело в том, что Округиных помнят, и даже Дмитрий помнит Да. Силаеву. Села, одноклассница моя, вот я вот ее. Тоже просим откликнуться, потому что Округиных на солдатах команды почти 6 человек. Хотелось бы узнать все-таки историю этих героев. Может быть, они действительно это их семьи. И хотелось бы Екатерине еще дать слово. Вообще уже очертания нового сквера или кладбища Новгородского, как это будет выглядеть. Сделать первые же ласточки. Есть? Конечно, вот мы уже достаточно большую работу проделали. И спасибо вот потомкам этих 2 замечательных семей. Мы уже проделали работу по подготовке документов для Департамента охраны культурного наследия с тем, чтобы вот подать заявку и оформить вот это место как достопримечательное место местного значения для того, чтобы вот взять эту территорию, это кладбище под государственную охрану. Вот. Ну а дальше уже будем стремиться облагородить, сохранить и узнать как можно больше о тех людях, которые здесь похоронены. И хотелось бы еще в заключение сказать, мы просим откликнуться еще семью Рыбаков, я правильно сказал? Рыбников. Рыбников, семью Терентьевых, Синяевых и, получается, Силаевых. И хотелось бы еще откликнуться семью Сергеевых, потому что рядом тоже пока мы не можем установить, кто захоронен. Да, Федотову тоже, вот Федотову тоже. И очень большая просьба здесь обращение к семье Поповых. Поповы же здесь тоже Да, живут. да, да. Если Да, там да, у нас есть. есть Сзади нас она находится. Хотелось бы узнать истории. Степан Накитич. Попов Степана Иннокентьевича и Да, здесь Попова. похоронен. Нет, только Попов Степан Видимо, Накитич рядом пока. его, да. Очень хотелось бы, чтобы вы обращались к нам. Напоминаю, телефон 7914 753 111, желательно в приложении WhatsApp написать, или на электронную почту _tv@mail.ru. До встречи.